Нужны ли права на электросамокат и кем по закону является едущий на нем человек? Сегодня мировой суд вынес решение в отношении 54-летнего Дмитрия Катухова. Напомним, в августе на проспекте Ибрагимова его остановили автоинспекторы и обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался, посчитав, что водителем не является и на самокаты права не нужны. У сотрудников ГИБДД мнение было иное. Раз самокат с двигателем, значит это мопед, и для управления им нужна отдельная категория в водительском удостоверении. Двухколесную технику погрузили на эвакуатор и увезли на штрафстоянку. На мужчину составили протокол и направили дело в суд, требуя лишить его прав. Первое заседание было отложено на месяц, а сегодня суд вынес свой вердикт. Айрат Назипов со всеми деталями. Определяли ли вы мощность самоката в режиме длительной нагрузки? Согласно маркировке было установлено. Это уже второе судебное заседание по делу Дмитрия Катухова. Предыдущие отложили из-за необходимости заслушать свидетелей. Адвокат, как и раньше, настаивал. Инспекторы ГИБДД составили протокол в отношении его подзащитного недолжным образом и нарушили процедуру при сборе доказательств. Но главный его аргумент – лишать прав Катухова за езду на самокате в нетрезвом виде нельзя по закону. Говорит, что такого понятия, как электросамокат в правилах дорожного движения, пока не существует. И приравнивать его к мопеду нельзя. Представитель защиты, ссылаясь на законы, попросил суд прекратить дело об административном правонарушении в отношении своего клиента. Самокат не является транспортным средством, так как не ставится на учет и не регистрируется в органах ГИБДД. На самокат не надо иметь водительского удостоверения определенной категории. На самокат отсутствует паспорт транспортного средства. Из материалов административного дела достоверно не определена марка и модель самоката, а также его технические характеристики. Противоположного мнения придерживаются сотрудники госавтоинспекции. Они ссылаются на правила дорожного движения, согласно которым мопед двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная скорость которого не превышает 50 км в час, имеющий двигатель внутреннего сгорания, не превышающим 50 кубических сантиметров, или электродвигатель максимальной мощностью более 250 Вт. Все, что ниже относится к велосипедам, это транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса и едет либо за счет мускульной силы, либо имеет электродвигатель, который отключается на скорости в 25 км в час. Мощность электросамоката Дмитрия Катухова, согласно маркировке, составила 600 Вт. Следовательно, и спрос с него как с водителя. Такие устройства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств относятся к мототранспортным средствам категории L и должны соответствовать требованиям технического регламента от 2011 года. Также на заседании автоинспекторы рассказали о судебной практике, где в аналогичных случаях водители электросамокатов лишали прав. Выслушав доводы обеих сторон, суд решил лишить Дмитрия Катухова водительских прав и обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. С таким решением ни он, ни его адвокат согласны не были. Сдавать водительские права пока они не планируют. Если до этого у всех судили, значит и тебя надо, допустим, судить. Вот и все. А на законодательном уровне именно нигде не прописан электросамокат. Ваши дальнейшие действия? Обжалование, Московский суд. Да это прям. И дальше. И дальше, и дальше. Мы считаем, что суд не всесторонне, не объективно подошел к рассмотрению настоящего спора, отказал нам в удовлетворении ходатайства, назначения по делу экспертизы с целью определения технических характеристик электросамоката. Сейчас законодатели обсуждают законопроект о средствах индивидуальной мобильности. Он, по задумке, и должен заполнить существующие пробелы в законодательстве и дать определение новым средствам передвижения. Потому как, например, моноколесо, мощность которого порой 2000 Вт и выше, к тому же мопеду не приравнивается.